Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые ветераны, дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Днем полного освобождения от блокады мужественного, непокоренного Ленинграда. С праздником! Для нас, ленинградцев, 27 января 1944 года особая дата. Ее чтут в каждой семье, чьи родные прошли через страшные, немыслимые испытания блокады. Никогда не будет предан забвению массовый подвиг осажденного города. Они оставили своим потомкам, наши ветераны, на века вперед пример самоотверженности, милосердия, сплоченности и подлинного патриотизма. Тех высоких человеческих качеств, которые во все времена неизменно укрепляют нашу уверенность в себе и силу. В этот день хочу еще раз с благодарностью отдать дань уважения всем, кто героически оборонял Ленинград. Всем, кто отважно сражался на Невском пятачке, на Пулковских высотах, у Оренбаума и Кронштадта, в водах Ладоги и Финского залива, кто обеспечивал безопасность легендарной дороги жизни, по которой эвакуировали тысячи ленинградцев и доставляли в город продукты питания. Для всей нашей страны Ленинградская победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи нашего народа, важнейшим рубежом героической борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага, той машиной смерти и истребления целых народов, которую создали нацисты. Мы всегда будем помнить, что жизнь, мир и свободу принес человечеству именно советский народ. И сделал это благодаря своему героизму, ценой огромных жертв и невосполнимых утрат. В этом году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Он объявлен в России годом защитника Отечества, как знак нашей неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны, во славу грандиозного подвига поколения победителей и в честь наших сегодняшних героев, участников специальной военной операции. Они защищают родную землю, отстаивают наши интересы, безопасность России. Они здесь, в зале. Давайте их поприветствуем, поаплодируем. Спасибо, ребята. Спасибо. Дорогие друзья, блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма. Враг планировал стереть город с лица земли, заключить его в кольцо и уничтожить бомбежками и артиллерийскими ударами, а мирных жителей просто уморить голодом. Это были осознанные, зафиксированные в документах намерения нацистов.
планы по системному уничтожению, истреблению тысяч и тысяч беззащитных людей. И абсолютно ясно, что блокада Ленинграда в ряду таких чудовищных преступлений против человечности, как Холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников нацистов против мирных жителей. Блокада унесла свыше 1 миллиона жизней. Эта трагедия длилась почти 2,5 года. Но, несмотря на потери, лишения, наш город продолжал жить. В адских условиях голода и холода, под бомбами и обстрелами люди трудились на заводах и в госпиталях, шили одежду для солдат, боролись с зажигалками, ухаживали за ранеными. Удивительно, кровь сдавали для фронта. Просто удивительно. Их было не сломить. Настоящими помощниками, соратниками взрослых были дети и подростки. Сегодня здесь присутствуют ленинградцы, на чью детскую долю выпали эти тяжелейшие испытания. Желаю вам, всем нашим ветеранам, здоровья и благополучия. Низкий вам поклон. Во знаменование 80-летия Великой Победы учреждена юбилейная медаль. Она будет вручена всем фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, всем нашим ветеранам. Сегодня здесь, в Санкт-Петербурге, в героическом Ленинграде эти награды будут вручены впервые. Дорогие друзья, еще раз от всей души поздравляю вас с праздником. Поздравляю с освобождением Ленинграда от вражеской блокады. В соответствии с указом президента Российской Федерации, юбилейной медалью 80 лет Победы в Великой Отечественной войне награждены Перчиков Владимир Алексеевич, участник обороны Ленинграда и Москвы. Забежинский Аркадий Давидович, участник обороны Москвы, участник Сталинградской битвы, Ростовской, Донбасской, Крымской наступательных операций. Лещук Александра Петровна, участник обороны Ленинграда. Меркин Зиновий Леонидович, участник обороны Ленинграда, боев на Курской дуге и на территории Украины, Польши, Румынии и Германии. Мороз Михаил Николаевич, участник боев на территории Белоруссии. Тутурова Екатерина Ивановна, участник обороны Ленинграда, операции по освобождению Эстонии, Польши и Восточной Пруссии. Тихомирова Елена Сергеевна, житель блокадного Ленинграда, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».